Уважаемый господин Ульфкотте, большое спасибо, что вы нашли время встретиться с нами. Что, по вашему мнению, влияет на карьеру журналиста в Германии? Опыт, талант, образование или дело в чем-то другом? Забудьте об образовании, опыте, таланте и прочем. Я только что давал интервью крупной немецкой радиостанции, в котором меня попросили рассказать о начальном этапе моей работы в ФАС. У меня не было журналистского образования. Я вообще не имел представления о работе в СМИ. Никогда ничего не писал. Я был абсолютным новичком. Для того, чтобы чего-то добиться здесь, нужно уметь втираться в доверие. В немецкоговорящих странах нужно уделять особое внимание правилам политкорректности. Это, в свою очередь, предполагает антироссийские и проамериканские настрои. Необходимо писать о том, что температура воздуха продолжает расти, теорию о глобальном потеплении ради всего святого нельзя оспаривать. Нужно верить словам большого фюрера Меркель о том, что кризис евро – это на самом деле незначительный сбой, который уже завтра будет исправлен. Журналист должен занимать проамериканскую позицию, писать то, что хотели бы услышать крупные трансатлантические организации. Критика экономических процессов исключена. Нужно поддерживать то, что соответствует интересам крупной промышленности немецкоговорящих стран. Если придерживаться данных правил, то появляется реальный шанс двигаться вверх по карьерной лестнице. Те, кто мыслит критически, занимаются расследованиями, никогда не добьются чего-то, если их работа идет вразрез с интересами элиты. К примеру, освещение фактов коррупции внутри крупных политических партий, внутри крупных концернов. Если журналист задаст те вопросы, которые действительно волнуют граждан, то о карьере он может забыть. Что это за вопросы? К примеру, 3/4 жителей ФРГ не хотят, чтобы на территории их стран было размещено ядерное оружие. Это убедительное большинство. Однако простой вопрос о причинах развертывания ядерных ракет, направленных против России, на территории американской базы в районе Айфеля, табу. Журналиста не погладят по голове, если он задаст следующий вопрос. 3/4 населения Германии против проведения военных операций в третьих странах. Граждане не хотят, чтобы немецких военнослужащих отправляли на Украину, чтобы они когда-нибудь воевали против России или просто представляли угрозу для Москвы. Так почему же под давлением Соединенных Штатов немецкое правительство постоянно отправляет своих военных за границу? В том числе, возможно, и на Украину. Если вы будете задавать вопросы на подобные темы, если вы скажете, что большинство немцев подобные меры не поддерживает, почему вы все равно продолжаете гнуть свою линию? Почему вы настаиваете на санкциях против России, в то время как большая часть населения Германии против данной меры? Если вы будете касаться этих тем, вы точно никогда не станете успешным журналистом. Вы только навредите своей карьере. Как упомянутые вами трансатлантические организации влияют на СМИ? Члены трансатлантических организаций, либо те, кто входит в состав их управления, либо просто поддерживают их, к примеру, поддержка в социальных сетях, либо вербовка новых кадров, являются частью профессиональной сети и занимают более выигрышную позицию для дальнейшего роста. Если вы посмотрите на 5000 самых успешных немцев в данной сети, начиная с бывшего министра обороны Цу Гутенберга, самыми авторитетными журналистами и заканчивая Ангелой Меркель. Для наглядности данные структуры можно сравнить с итальянской мафией. Членов семьи и тех, кто ее поддерживают, группировка старается продвигать, чтобы те занимали высокие должности. К тому же трансатлантические организации – это рука НАТО. Они представляют исключительно американские интересы и ничьи больше. В некоторых случаях они действуют во вред европейским местным интересам. Какую роль в СМИ играют немецкие и иностранные спецслужбы? Они играют очень важную роль. Меня все время раздражает, когда я слышу обвинения в адрес России, что Путин и его спецслужбы везде замешаны. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что трансатлантические организации ведут значительно более грязную игру. Данные организации были основаны американцами, прежде всего ЦРУ.
после завершения Второй мировой войны. Степень активности агентов США и ФРГ в данных организациях остается очень высокой. Возьмите, к примеру, Атлантический мост. Посмотрите, кто там сидит в управлении. Вы найдете имя Сьюзен Вулси, супруги бывшего главы ЦРУ Джеймса Вулси, который до сих пор активно сотрудничает со спецслужбами. Другой пример – премия Вернона Волтерса, который Атлантический мост награждал ряд известных граждан Германии. Вернон Волтерс в прошлом был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦРУ. Он руководил многими спецоперациями, которые в том числе были направлены на свержение режимов в других странах. Представители спецслужб инфильтрировали трансатлантические организации. Они не просто занимают там руководящие должности. Корректнее говорить о состоявшемся слиянии структур. Вы сравнили немецкие СМИ с мафией. Насколько здешняя пресса подвержена коррупции? Известны ли вам коррупционные скандалы? Мафия и коррупция в немецких СМИ – это одно и то же. Ни в одной другой сфере я не сталкивался с таким размахом коррупции, как в крупнейших немецких СМИ. Конкретный и актуальный пример. Несколько дней назад были опубликованы записи разговоров журналистов Süddeutsche Zeitung, из которых следует, что издание в ряде случаев занималось скрытой рекламой. Основной принцип европейской журналистики заключается в том, что рекламодатели не имеют право влиять на редакционную политику. Недопустимо, чтобы они настаивали на освещении событий в том или ином ключе. Именно это в Süddeutsche и случилось. Бывший сотрудник издания выложил записи конференц-звонков в интернете. Чудовищный случай, который, к сожалению, единичным не является. До этого мы говорили, что подобное возможно только в банановых республиках или России. Утверждали, что именно там на СМИ оказывают давление олигархи. На самом же деле именно это мы увидим за кулисами здесь. Видите ли вы признаки того, что немецкие СМИ предпринимают по меньшей мере попытку понять позицию России? Можно ли говорить об объективном и непредвзятом освещении событий? В крупных СМИ я таких признаков не вижу. Подобное встречается только в интернете. Понимаете, если бы самые авторитетные немецкие СМИ понимали Россию, то политический класс остался бы без поддержки своих антироссийских инициатив. Ключевые издания Германии – это филиал пресс-службы НАТО, курс которого определяют трансатлантические организации. В критических случаях пресса может рассчитывать на их поддержку, в том числе и финансовую, которая позволяет сохранить СМИ. СМИ должны стоять на стороне американской экономики и политической элиты. В этом случае, если издания отклоняются от заданного курса, его будущее оказывается под угрозой. Поэтому я не могу представить себе ситуацию, в которой пресса добровольно начнет писать объективно. Пресса на протяжении многих месяцев придерживалась курса, направленного на разжигание войны. Просто сменить его не удастся. Являются ли санкции адекватной заменой политического диалога? Давайте оставим Россию и вспомним, что в истории было много примеров санкций, скажем, против Исламской Республики Иран, когда штрафными мерами стремились положить конец ядерной программе Тегерана. В конечном итоге введением санкций нельзя что-либо предотвратить. Данная мера является отсрочкой решения проблемы, которая ее только усложняет. Что касается антироссийских санкций, меня, моих друзей, очень удивило, что немецкое правительство и другие государства ЕС не хотели вводить санкции. Данная мера была навязана им США. Европейцев, в том числе и немцев, шантажировали. При этом ключевые СМИ об этом молчали. Наша пресса отказалась от широкого освещения данной проблемы. Если у нас тут демократия, свобода слова, свобода мнений, то в случае шантажа люди обычно стоят на стороне жертвы и требуют не переступать определенную грань. Однако молчание является поддержкой преступления. А наши СМИ продолжают игнорировать тему того, что правительства ФРГ и других стран против своей воли принимают участие в шантаже России. При этом данная мера наносит ущерб европейцам, в том числе и немцам. Отсутствие возможности экспортировать в Россию продукты, автозапчасти и прочее бьет по немецким предприятиям, сказывается на занятости. Все это безумие. А СМИ, если у нас в стране все-таки есть свобода слова, должны об этом сообщать. Однако население
население Германии остается в неведении. Могут ли санкции иметь и положительный эффект для России? Эффект санкций заключается в том, что они позволяют быстро посадить за стол переговоров ту сторону, против которой штрафные меры были приняты. В случае с Россией мы стали свидетелями данного эффекта. Российское правительство на многих уровнях, не только в Москве, но и в Минске, было готово к переговорам. Сообщало о своем желании сотрудничать. Российская сторона не несет ответственности за новый виток эскалации. Россия не поставляла тяжелые вооружения в регион. У санкций есть положительные эффекты, однако подобная мера требует и встречных шагов. Тех, кто санкции ввел. Это не игра в одни ворота, иначе санкции становятся средством шантажа. Компромисс в таких условиях невозможен. В чьих интересах происходит однобокое освещение украинского конфликта? Это все часть большого плана. Не подумайте, это не какие-то теории заговора. Это долгосрочное планирование. Когда шли переговоры об объединении Германии, Запад и американцы пообещали Москве, что в случае ее сотрудничества в немецком вопросе НАТО не будет расширяться на восток, а интересы России будут уважать и соблюдать. Это историческое обещание шаг за шагом было хладнокровно и жестоко нарушено. Балтийские страны, государства Восточной Европы постепенно включились в западные союзы. Их оснащали западной военной техникой. В Польше разместили ПРО. Границы Альянса смещались все восточнее. НАТО сейчас уже выступает за поддержку Киева. Украина стремится в состав Альянса. Что это означает? Долгосрочный план НАТО – дойти до границ России, до той черты, которой в 1989-м торжественно клялись никогда не подступать. Как расширение НАТО связано с односторонним освещением украинских событий в СМИ? Ведущие СМИ Германии и Европы, в которых работают авторитетные журналисты со связями в трансатлантических организациях, обязались заниматься медийной подготовкой общества к будущим или нынешним войнам НАТО. Когда Альянс собирается начать новую военную операцию, он зависит от поддержки населения своих стран-участниц. Нельзя отправить немецких солдат на войну, если 90% жителей ФРГ подобный шаг не поддерживают и готовы выйти на улицу с протестами. Ни одно государство так долго не продержится. Именно поэтому ключевые СМИ должны заблаговременно объяснять, почему требуется то или иное вмешательство. Для сохранения демократии, прав человека, мира, благосостояния. Называйте как можно больше понятий с положительным оттенком. Населению стараются внушить идею, что война – это необходимость, которая позволит сохранить мир и демократию. Жители должны говорить «я-я». Господин Ульфкот, спасибо за ваше время.